Барс Медиа представляет. Детская мечта была стать милиционером. Вот. После армии я служил в милиции 2 года и понял, что это чуть не мое. Там, работая в милиции, мы там узкая направленность, а все-таки больше тянуло к экономическим проектам. Поэтому как раз с этим. А так я вырос и школу закончил в городе Балыкчы. В городе Балыкчы 10-летку. После него служба в армии 2 года в Германии. И после Германии, как прибыл, через 3 дня я уже работал в органах внутренних дел. 2 года. 2 года в школе милиции здесь проучился, потом уже УВД города Бишкек проработал. И в 93 году уже волей судьбы уже активно начал заниматься бизнесом. То есть уже больше работа была экономической направленности. Служить государству — это, во-первых, приносить пользу стране, чтобы развитие страны шло очень активно. Вот и в начале карьерного роста, уже с 96 года меня привлекали именно те проекты, которые могли бы оказать содействие росту экономики по всей стране. Вот тогда у нас были и строительные проекты, были проекты части производства строительных материалов. Дальше уже с развитием экономического сектора начали прибывать и китайские инвесторы, японские инвесторы, турецкие инвесторы. Мы начали с ними открывать совместные предприятия. Основная задача была научиться у этих инвесторов именно проектам, как проводить проект, как составлять бизнес-планы, как должна развиваться страна именно в какой-то определенной плоскости, в определенной отрасли. И вот я думаю, что в принципе то, что я научился, в дальнейшем мне очень помогло. И то, что я проучился в таких вузах, как Кыргызский архитектурный строительный институт, то есть потом уже Кагуста преобразовали его, закончил юридическую академию, потом дипломатическую академию. Вот эти все полученные знания сегодня помогают то, что я сегодня делаю, и хотелось бы сделать, вот эти профессии мне сегодня помогают. В 90-х годах было очень сложно вообще для всего населения, но для меня было все легче было, если в 94 году я уже занимался бизнесом. Там очень разная направленность, там и одежда, и продукты питания, и стройматериалы и так далее. А в 96 году, когда я пришел именно в акционерную компанию «Кыргызкурулуш», там уже более узкая направленность — это строительство, стройматериалы, торговля. Вот в этой части мне всегда легко удавалось. Почему? Потому что была очень хорошая команда, и были у меня учителя хорошие, которые оказывали содействие и на мое мировоззрение, и рост вообще в целом. Я думаю, что очень хорошую школу я там прошел. В 2018 году я был назначен сюда заместителем в этот госкомитет. Проработал около года. В дальнейшем я проработал в аппарате правительства, в группе анализа и стратегического планирования. То есть у меня был вид и снизу, со стороны комитета, и вид уже со стороны аппарата правительства. Я всей информацией владел, очень активно участвовали во многих обсуждениях проектов развития Кыргызстана. Что такое сегодня Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования? Это
тот комитет, который имеет свое влияние и направление по 45 направлениям экономики. Это секторы экономики, которые очень важны для Кыргызской республики, для ее развития. Это вот начиная от это крупные, это вот энергетика, недропользование, это промышленность, а промышленность он подразделяется опять, идет дальше фармацевтика, химическая промышленность, перерабатывающая промышленность, мебельная промышленность, нефтегазовая промышленность. Их много, 45 направлений, да? И мне повезло, еще раз говорю, что мне ранее повезло работать в таких, во многих проектах, поэтому я имею в каждом из этих направлений имею небольшой, но определенный опыт работы. И сегодня это как бы дает мне возможность больше и продуктивно работать в этих направлениях. Ну, все время это, если так взять, везде нужно время, сроки нужны, да, чтобы ты мог доказать, ты мог показать и кое-что после уже оставить о себе, какое-то решение вопроса или там решение тех или иных задач, которые перед тобой ставит время, в настоящее время. Ну, на сегодняшний день вы понимаете, из-за некоторых моментов в истории Кыргызстана, да, в недавнем прошлом, у нас есть затруднения, то есть и пандемия влияет, и другие вещи влияют. Сегодня не могут инвесторы прилететь. Есть какие-то недоразумения с местным населением у наших инвесторов, да, и по поручению руководства вот эти вопросы мы сегодня разрешаем. Но работа интересна тем, что уже некоторые моменты и удается решить. Вот в части вот у нас развития малой ГЭС, потом дальнейшее развитие крупных ГЭС, это Кампарат-1, Кампарат-2. Вот недавно мы были с исполняющим обязанности президента, премьер-министром. Чапаром Садамургоджевичем были в Нарынской области, там участвовали именно в осмотре площадки Верхненарынского каскада. Принято очень хорошее принципиальное решение. Мы с этой недели приступаем, то есть с сегодняшнего вечера мы приступаем к переговорам с российской стороной, это с Министерством энергетики Российской Федерации. Сегодня будет встреча с уважаемым послом России. То есть предпринимать такие шаги, как бы мы должны не только решать те вопросы, которые были ранее приостановлены или как-то задерживались. Мы сегодня после получения уже от руководства страны уже в дальнейшем, чем мы должны заниматься и получения одобрения, мы сегодня идем уже по пути развития именно тех проектов, которые мы можем делать и можем успешно это делать. Идет просто недопонимание. У нас, допустим, вот областные администрации, акимы районов, айлыкмуту, они, на них и возложена эта работа, проводить именно разъяснительную работу с населением. Но, к сожалению, эта работа проводится очень мало, и просто идут недопонимания. И инвесторы, они, конечно, у них свои правила, внутренние правила у каждой компании. Если человек попался на распитием алкоголя, там, я не знаю, там запахом алкоголя, либо он пропускает работу и так далее, то есть они принимают внутридисциплинарные какие-то взыскания и так далее. Естественно, это местному населению не нравится. Он говорит, ну, вы откуда приехали, туда уезжайте. И вот, ну, и не получается найти им общий язык. И вот они обиду держат, некоторое время обиду держат, и потом ловят какую-то волну и начинают это все высказывать, и уже своих сельчан, своих там, коллег призывать к неповиновению и так далее. Но я думаю, что сейчас мы по государственной линии, по линии руководства мы тоже получили одобрение на то, чтобы вести уже в своей части определенную работу, да? Не только вот полагаясь на местную администрацию, но мы тоже приглашаем Бишкек в офис комитета, приглашаем, разговариваем, разъяснением занимаемся, и с участием средств массовой информации с вашей стороны тоже огромная помощь для нас, для распространения именно достоверной информации. А в большинстве случаев из-за недостоверной информации вот случаются вот такие конфликты. Хотя я говорю,
то, что приходит инвестор, которому несколько лет убеждаем, чтобы он пришел на наш рынок, а когда уже он приходит на наш рынок, оставляем его один на один с местным населением. У местного населения нет опыта общения с инвесторами. Инвестор не знает наш менталитет, он тоже приходит вновь и только начинает работать, и вот такие вот коллизии выходят. Да? Поэтому мы будем работать и с инвесторами, и с местным населением в части разъяснения. Моя команда в части заместителей, моих заместителей, начальника управления, они всегда на выезде, встречаются с местным населением и так далее. Ну, в том числе и Султан-Сарай. Идет недопонимание. Мы же не говорим об обогащении определенных жителей этого села. Мы говорим о том, чтобы мы увеличили бюджет страны. Это в том числе это заработные платы, пенсии и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом направлении люди тоже правильно понимали, мы не враги. Мы не враги инвесторам, и инвесторы это тоже понимают, что мы как бы несем большие убытки, недополучаем пенсии, пособия и так далее. При смене власти, при приходе нового правительства, у каждого правительства есть своя программа, свой путь развития. Да? И я думаю, что на сегодняшний день пришло время уже видоизменить некоторые законы. Почему? Вот я объясню. Потому что ранее лицензии выдавались по одним критериям. Но сегодня время пришло их видоизменить. Допустим, вот неоднозначную реакцию восприняли инвесторы, когда я заявил, что мы не должны экспортировать просто руду или концентраты. Мы должны получить конечную продукцию, но это не сегодня, не сейчас. Мы должны к этому прийти. И я как глава ведомства, давший присягу стране служить верно, честно, порядочно, прозрачно. Вот я для себя поставил задачу, цель, что мы должны здесь создать такие условия для инвесторов и для внутренних недропользователей, чтобы руда, которая вывозится, во-первых, и концентраты, они проходили очень жесткую систему проверки через лаборатории. Мы должны знать в каждой тонне руды, сколько у нас золота уходит, сколько в концентрат, сколько у нас золота, серебра или меди уходит. Мы должны это все понимать. Потому что ранее выданы лицензии на медь, а получает сопутствующий металл меди, это серебро и золото, тоже уходит. Поэтому мы должны больше обращать внимание на то, что уходит. Мы должны укрепить свою государственную лабораторию, которая должна работать как часы. Помимо этого, мы в дальнейшем, это первый этап, во втором этапе мы должны уже потихоньку уже свои заводы, фабрики, которые приостановили свою работу, их модернизировать, и они должны здесь перерабатывать именно руду и концентраты. Это, вы знаете, это больше 1000 рабочих мест. Это налогообложение, которое мы получим. При продаже готовой продукции мы получаем НДС и так далее. Да? Это все же, еще раз хочу повториться, что это пенсии, заработная плата учителей, врачей, это пособия и так далее. Это дальнейшее развитие вообще бюджета страны. Поэтому в этой части я очень серьезно сказал, но это все делается шаг за шагом. Да, степ-бай-степ, потому что без этого мы как бы не получим того результата, который хотелось бы получить. И об этом и неоднократно и наш курирующий вице-премьер Сабиров Равшан Азатович, он тоже об этом говорит, что мы идем вот именно по такому пути. Это и одобрил и глава государства, поэтому я тут думаю, что мы это должны сделать. Так как я здесь раньше работал, я знаю, с кем можно работать, с кем нельзя работать. И эти люди тоже понимают, потому что если руководитель какой тон задает энергетику именно в своем ведомстве, и сотрудники должны просто ловить эту энергетику и работать в этом направлении. Если же нету взаимодействия между сотрудником, не слышит руководителя, руководитель не понимает, что хочет сотрудник, тогда, я думаю, никакой работы не будет. Ну, учитывая, что я здесь раньше проработал, уже весь коллектив знает, какой я, в каком я направлении иду.
у нас нету таких понебратских отношений, у нас чисто деловые отношения. Если будет критика в мой адрес, либо будет хорошее предложение и так далее, я это воспринимаю на равных, поэтому тут никаких таких моментов я не вижу, когда мы можем недопонимать друг друга. Но в то же время у нас, по-моему, мы называемся госкомитетом, но в то же время очень маленький уровень заработной платы, который не позволяет удерживать очень сильных специалистов. Вот некоторые специалисты работают на честном слове под обещание, что при развитии экономики, при увеличении бюджета и так далее, они получат соответствующую заработную плату. Ну, я вот думаю, что коллектив у меня слаженный, хороший. Единственное, у каждого есть свои семейные вопросы, там ипотека, кто-то хочет жениться, кто-то квартиру снимать и так далее. Вот мы должны думать об этих сотрудниках. Если социальная часть будет у нас будет поддержана руководством, поддержана государством, то сотрудники тоже готовы отработать очень хорошо и качественно. Ну вот сейчас вот такая тенденция пошла, вот, когда молодежь хочет все и сразу. Вот сразу хочет стать миллионером, сразу хочет стать министром или замминистром, да. Но для этого нужен определенный опыт, когда он должен пройти некоторые ступени в жизни, он должен жениться, построить дом, он должен верно служить своему государству. Когда мы хотим, вот я молодой, у меня кровь горячая, и у нас вот такой лозунг, там, Ельцин, там, и так далее, но это не совсем правильно. Вот есть очень молодая когорта хороших, да, тоже вот ребят молодых, которые хотят работать, хотят научиться и так далее. Некоторые ребята готовы бесплатно работать на общественных началах, чтобы научиться сначала, вот, как пройти вот эти ступени, как себя в коллективе вести, как набраться опыта, переговорных процессов и так далее. Вот такие ребята тоже их хватает, поэтому вот хотелось бы, чтобы наша молодежь она была очень продуктивной, сначала как бы подучилась немного, да, и уже потом начала уже предлагать свои идеи. Мы же через это, мы и 90-е прошли, мы все кризисные моменты прошли, мы несколько революций прошли. То есть опыт у среднего возраста очень хороший, и мы готовы их научить. Но более старшее поколение, они уже не хотят обучать никого, как бы им тоже уже тяжело, да. Но вот наш средний возраст, он готов поделиться своим опытом перед молодым поколением. Мы готовы показывать пример. Я думаю, таких примеров очень много у нас в Кыргызстане, поэтому я думаю, что за молодыми будущее. Ну, придет их время тоже, через некоторое время придет их время, когда они могут уже полученный опыт уже именно уже воплотить в историю, в жизнь.